Доброе утро, Якутия! Доброе утро, наши дорогие телезрители! На календаре 15 апреля. И, конечно, сегодня этот день, это утро встречаем с вами мы, Вероника Тамтосова. И Руслан Ачиров. А ты знаешь, что даже в крупном городе с грязным воздухом на улице он все равно в 20-30 раз чище, чем в плохо проветриваемом помещении? Да, так что советуем с утра прогуляться на улице. И повезло тем, кто живет в деревне, где воздух намного чище, чем в городе. Ну и тебе, кто ездит на работу на велосипеде. А вы знали, что на пересылку спама ежегодно расходуется 33 миллиарда киловатт в час электроэнергии, что сопровождается выбросом в атмосферу около 17 миллионов тонн углекислого газа, что равносильно 3 миллионам автомобилей. Такого количества электроэнергии достаточно для электроснабжения около 2,5 миллионов домов. Да, действительно, нужно крепко подумать, прежде чем пересылать в мессенджерах различный спам. Но я думаю, к этому не относится картинки, да, которые по утрам конечно, с котиками. высылают. Ну как же без Каждое котиков с утро. утра. Еще один факт. Каждые 30-35 километров легковой автомобиль выбрасывает в окружающую среду до 600 грамм газообразных отходов. Это существенный урон экологии. Ну, действительно, может быть, сейчас, особенно с потеплением, можно ходить на работу пешком. И вообще, к чему мы это все говорим? Дело в том, что, да, сегодня во всем мире отмечается День экологических знаний. Ну, думаю, эти факты были вам очень полезны, и вы теперь задумаетесь о том, какой урон люди наносят окружающей среде, и по мере своих возможностей, ну, например, не пересылать спам хотя бы, да, будете беречь родную природу. Да, дорогие друзья, сейчас, я думаю, самое время узнать, какая погода за окном. Итак, в центральных районах сегодня минус 20, минус 23, в заречной группе 13-22 градуса холода. В южных минус 8, минус 13, в Вилюйской группе 12-20 градусов мороза, в Нижнеленских 14-18 ниже 0. В западных минус 9, минус 15. В Колымо-Нигирской группе Улусов 15-26 градусов холода, в Янских 12-18 градусов мороза. На северо-западе 4-21 ниже 0. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха была минус 18 градусов, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. В столице сегодня днем от 0 до минус 2. Ну, почти добрались до весны. Да, весна действительно у нас, как известно, очень красивая, солнечная, но, тем не менее, до плюсовой температуры еще, я думаю, И очень коварная. В общем, одеваем 2. шапки, одеваем теплую одежду, потому что 0-2 с ветром достаточно прохладно. Это касается особенно наших любимых подростков, которые такие: все, весна, я буду ходить с распущенными волосами по городу. Ну, это вот из разряда «я родитель». А прямо сейчас передаем слово нашим коллегам и узнаем последние новости. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Валовый региональный продукт Якутии по итогам 2023 года превысил 2 триллиона рублей. Рост экономики республики составил 103,5% к 2022 году, а индекс промышленного производства 100,8%. По словам специалистов, ключевым итогом минувшего года стало сохранение макроэкономической стабильности. Как отмечают экономисты, из года в год в Якутии обновляются рекорды по добыче нефти и газа. Удерживается стабильный объем добычи алмазов, угля и золота. По оценке 2023 года в экономику региона привлечен рекордный объем инвестиций в основной капитал – 73,5 миллиарда рублей. 20 жителей Ленска в Якутии утверждают, что новое жилье, которое им предоставляют по программе переселения из аварийного и ветхого жилья, хуже старого. В новых квартирах площадью не более 25 метров нет кухни, пусть даже маленькой, отсутствует прихожая и всего одно окно. Ленчане просят, чтобы им предоставили равноценные квартиры, а не студии, на что администрация района утверждает, что жилье должно быть равноценным по квадратуре. У нас есть обращение в прокуратуру наших граждан, у нас уже есть и судебная практика. Вот, скорее всего, конечно, так как у нас ответы из Якутска, из дирекции есть о том, что если права человека в части площади не нарушены, то тогда права его не нарушены.
Как пояснили представители районной администрации, переселение из аварийного и ветхого жилья – это не улучшение как таковых условий жилья, а организация безопасного проживания граждан в пригодном жилье. Квадратными метрами ленских новоселов не обделили. Получается, что и закон не нарушен. По всей видимости, что несогласные жильцы аварийного фонда будут вынуждены переехать в предоставленные квартиры. В ленской администрации заверили, что в будущем от строительства студии застройщик откажется. Исторический парк «Россия. Моя история» на 2 дня стал площадкой для масштабного молодежного фестиваля. Школьники и студенты региона представили свои работы и продемонстрировали таланты. Программа насыщенная – это ярмарка, квизы, концерты, лекции и мастер-классы. Например, участники и гости фестиваля могли научиться производству 3D-мультиков от анимационной студии «Тундра». Я студент, учусь в ГИКИ, и Хотон — это мой дипломный проект. Но мы планируем дальше заниматься. Уже, наверное, что-нибудь откроем, пока не знаю. В общем, кажется, Хотон людям нравится. Главная цель — это сплотить всех творческих людей вместе, чтобы все друг с другом общались, чтобы все друг друга знали, помогали. Сначала собирали художников, потом стали собирать музыкантов. И вот на декабрьском фестивале мы собрали и косплееров. И сейчас, получается, вот так вот собрали всех творческих людей. Управление гражданской обороны городского округа город Якутск напоминает, что за сообщение о виновниках возникновения лесного пожара граждане могут получить выплаты в размере 10 тысяч рублей. При этом максимальная сумма денежного вознаграждения за выявление нескольких лиц, виновных в пожаре, не может превышать 50 тысяч рублей. Выплаты будут производиться региональным министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства. Такое финансовое поощрение утверждено в соответствии с постановлением правительства республики. И сегодня, в День экологических знаний, мы продолжаем рассказывать об интересных фактах про экологию. По данным ученых, ежегодно исчезает около 30 тысяч живых организмов. К концу этого столетия планета Земля лишится около половины своего нынешнего биоразнообразия. Но есть повод задуматься. А как можно сохранить исчезающие виды животных? Отчасти эту функцию выполняют зоопарки. Да, и, кстати, в минувшую субботу завершился конкурс, объявленный зоопарком Арто-Дайду. Мы напомним, что за лучшие имена, конкурс был за лучшие имена для белых медвежат, которые появились этой зимой. В народном голосовании, которое длилось несколько недель, лидировали варианты Лаакут и Нюргун, Тима и Тома, Вилюй и Яна. В итоге медвежат назвали в честь рек Якутии Вилюй и Яна. Смотри, какие милые медвежата, да? Замечательно. Ну, такое весеннее видео уже поднимает настроение с утра. Здорово. 40% голосов, кстати, направил вариант. Я думаю, что все якутяне решили так, что пусть это будет и красиво, и связано с Якутией. Да, замечательно. Ну, вообще, выбор имени – дело серьезное, для человека особенно. Ведь недаром говорят, что имя человека определяет его характер и даже судьбу. В последнее время органы ЗАГС отмечают тенденцию некоторых якутян к смене имени уже во взрослом возрасте. Что толкает людей менять имя, данное при рождении, и как этот шаг влияет на их жизнь, узнаем в нашем следующем сюжете. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Говорят, и судьба человека во многом зависит от того, как его назовут. Сегодня молодые родители все чаще стараются подбирать для своих детей оригинальные имена, чтобы они не повторялись за другими. Однако встречаются и энтузиасты, готовые поменять имя самостоятельно, уже в осознанном возрасте. В последнее время государственная услуга перемены фамилии, имени, отчества стала очень популярна. Сейчас мы испытываем большой наплыв заявителей. Многие из них хотят поменять имена на якутские. Они хотят получить в своем имени название рода. На самом деле это, конечно, самосознание наших граждан и действительно, чтобы к истокам возвратиться. Да? Есть критерии людей, которые хотят поменять свое имя, чтобы изменить судьбу. Конечно же, судьба меняется в лучшую сторону, когда человек приходит, чтобы поменять имя, и он полностью изнутри готов. И тогда уже совершается это действительно какое-то, не сказать чудо, да, а то, что человек сам себе делает какой-то шаг для изменения и себя, и своей судьбы, и так далее. Это очень интересно, конечно. В марте 2024 года по городу Якутску на столь важный шаг решилось целых 90 человек. Что толкает людей принять такое ответственное решение? Это очень глубокий внутренний личностный процесс.
который говорит о том, что человек действительно все лучше и лучше узнает себя, понимает, что ему больше подходит, что ему не подходит. Это называется концепция самости. Самость – это тогда, когда ты соединяешься сам с собой и наилучшим образом понимаешь себя. И вот это состояние тогда, когда ты понимаешь, что вот именно так, а не иначе нужно тебе. Появляется состояние «я творец», «я тот, кто сам творит свою реальность». Появляется одновременно же какая-то возможность дополнительная такая, ответственности. То есть ты одновременно же берешь ответственность сам за себя, понимаешь, что кроме тебя никто в этой жизни ничего решать и делать не будет. И тогда состояние и жизнь, и судьба и так далее может меняться в лучшую сторону. Дело в том, что я тоже сама поменяла свое имя. Меня звали ранее Валентина. В какой-то момент со мной тоже случилось это, что я поняла, что именно вот это имя, я взяла имя Алтана, Сахалы, это имя переводится как медь. Сейчас, да, привело к тому, что я работаю, по сути, вообще жизнь такая, что я делаю только то, что мне нравится. Я работаю на работе, по сути, своей мечты. Я получаю очень много удовольствия именно от своей какой-то очень простой жизни. Довольство собой, какая-то внутренняя радость, ее стало намного больше. Действительно ли имя влияет на судьбу? Вопрос, на который каждый человек ответит сам для себя. Кто-то скажет, что это вымысел, а кто-то действительно в это верит. Тем не менее, людей, решающихся на изменение имени, становится все больше. Многие из них решают взять национальные имена, стараясь тем самым сохранить историю и культуру своего народа. Раньше я был Егоров Эдуард Анатольевич. Теперешнее мое имя Дохсун – это сильный. И Уедугей – это моего родного наследия, Верхнеулийский улус, раньше назывался Уедугей Улуга. Пришло время, когда просто мне как-то неудобно было перед людьми другой национальности носить не свое родное имя. Потому что, начиная с армии и выше, в любом месте, где встречаешься, на соревнованиях и так далее, всегда спрашивают, почему вас так зовут? У вас же свои имена должны быть, своя вера должна быть. После смены имени точно наша жизнь изменилась в лучшую сторону. Где-то на 360 градусов точно изменилась. Так как ты воссоединяешься со своими корнями, у тебя начинают складываться отношения с другими людьми, дела какие-то, бизнес. И я считаю, что у меня очень неплохо, очень даже неплохо идут дела. Изменить имя или нет – личный выбор каждого. Однако следует помнить о том, что ваша жизнь только в ваших руках. Всегда можно повлиять на свою судьбу самим, своими мыслями и поступками. Илана Захарова, Джилус Иннокентьев, Аэлита Махно, Якутск. Ну а мы, кстати, провели накануне опрос в телеграм-канале «Утро Якутии» о том, считают ли наши подписчики, что смена имени влияет на дальнейшую судьбу человека. Вот ты как считаешь? Что меняет твою судьбу, если ты взял бы и стал не Русланом? Я вообще сейчас смотрел этот сюжет, думал, на какое имя я бы поменял. Что-то мне как-то ничего в голову не пришло. Я, наверное, к тому числу, что ничего, наверное, не поменяет. То есть менять нужно судьбу своими руками. И 57 принявших участие в нашем опросе считают, что да, имя положительно влияет на то, что происходит в жизни. 10 считают, что это шаг скорее негативно влияет на судьбу, а 33 посчитали, что вряд ли стоит менять имя и данное им при рождении, и смена имени не повлияет на их будущее. Будьте с нами не только в телеэфире, но и в нашем телеграм-канале. Да, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии». QR-код вы сейчас видите на ваших экранах. Но мы также очень часто проводим опросы, игры в нашем телеграм-канале, поэтому следите и подписывайтесь. Прошедшие выходные по мессенджерам разлетелось сообщение, что ученые проанализировали здоровье более 30 тысяч людей и пришли к выводу, что ранние занятия спортом сильно вредят здоровью. Да, но у участников, которые тренировались только по вечерам, риск сердечных заболеваний был меньше на 61%. По словам ученых, оптимальное время для тренировок после 18:00. На самом деле, действительно, такое интересное сообщение. Думаю, многие из наших телезрителей его прочитали. Но я, на самом деле, в этом сообщении не нашел никаких ссылок и решил провести свое расследование. Я посмотрел по поисковикам, и действительно, оказывается, австралийские ученые провели это исследование, но там есть небольшая оговорка. В оригинале написано, что исследовали людей с диабетом и ожирением, то есть это направлено было больше на них.
Но вот в прошлом году ученые медицинского центра Лейденского университета Нидерланды проанализировали данные здоровья более 85 тысяч человек и сделали вывод, что занятия спортом в период с 8 до 11 утра оказались гораздо эффективнее для защиты сердца, чем вечерние. В общем, это, наверное, такой спор из разряда вечных, да, и я думаю, что только вам, дорогие телезрители, решать, когда удобнее делать зарядку. Если вам комфортно делать ее утром, делайте утром, и даже предлагаем ее сделать прямо сейчас. Вместе с нами. Доброе утро! Сегодня мы с вами немножечко потянемся. Этот комплекс можно выполнять как и утром перед работой, так и в течение дня, если вы находитесь на работе, которая малоподвижна. Итак, начнем. Постановка ног широкая, носки смотрят в стороны. Мы будем уходить в прогиб и подниматься вверх через круглую спинку. Таких у нас будет 3 повтора. На вдохе прогиб и на выдохе вверх. Еще раз прогиб и вверх. Далее остаемся в этом же положении и будем тянуть плечевой пояс. Противоход. Плечо уходит в противоположную сторону. По 2 раза на каждую сторону. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Далее уходим в центр. Ножки разводим чуть шире и уводим себя в нижнюю точку, обхватив голеностоп. Начинаем тянуть спину в самую нижнюю точку, уводя все больше корпус назад. Добавляем пружинки. 3, 2, 1. И уводим ручки назад, добавляем тем самым растяжение. 3, 2, 1. Далее подъем с прямыми руками и прямой спиной. Собираем ножки вместе. У нас будет хват левой руки, и мы уходим в сторону. Тянем. 3, 2, 1. Уходим в диагональ, подкручиваем таз, разводим лопатки в стороны и тянем мышцы спины. 3, 2, 1. И снова в стороны. 3, 2, 1. Выросли в верхнюю точку, смена хвата. И все то же самое на другую сторону. 3, 2, 1. И в диагональ. Плечи опущены, лопатки разведены в стороны, таз подкручен. 3, 2, 1. И снова в сторону. 3, 2, 1. Вверх. Ручки уводим в стороны, динамичное движение кистью. Растягиваем кисть. Ручки в замок. Раскрыли грудной отдел, подняли ручки в замке и поворот. Лево, право, лево, право, лево, право, лево, право. Закончили аккуратно, без рывков. Опускаем плечи вниз, расслабляем руки. Далее у нас с вами остается вдох и выдох. Выдох. И снова вдох. И выдох. И третий благодарственный вдох. И выдох. Собрали ручки, собрали ножки и похвалили себя за проделанную работу. Всем плодотворного дня. Занимайтесь спортом и берегите свое здоровье. Но вот уж кому без зарядки не бойтись, так это спортсменам, особенно будущим. Ежедневные тренировки ведут к будущим спортивным достижениям. А впереди у нас международные спортивные игры «Дети Азии». Они пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля. За меньше чем месяц с момента старта эстафета огня игр, зажженная у подножия Ленских столбов, побывала уже во многих районах Якутии. О том, как появилась традиция огня, как создавалась команда сопровождения и других деталях самого масштабного события предстоит
предстоящего лета, мы поговорим сегодня с нашими гостями в студии. Это руководитель эстафеты огня дирекции 8-х игр «Дети Азии» Максим Прокопьев и хранитель огня игр Михаил Ким. Доброе утро. Доброе утро. Доброе Ну, кажется, традиция эстафеты огня игр «Дети Азии» появилась по подобию Олимпийских игр, но есть ли какие-то наши внутренние традиции, особенности уже за столько лет? Да, конечно, у нас свои особенности. Например, вот огонь 8-х международных спортивных игр «Дети Азии» был зажжен у подножия Ленских столбов за 100 дней до начала игр. И по традиции мы, а также проводим огонь, делаем эстафету, и огонь посещает все районы Республики Саха-Якутия. В этом году это все 36 районов. И конечная будет в городе Якутске эстафета проведена. А в каких районах уже побывал огонь и куда еще предстоит? Ну, на сегодняшний день мы побывали уже в 13 районах республики, охватили все восточные районы наземным путем. И сейчас у нас это второй этап, это когда эстафета прибывает в северно-арктические районы, ну, куда, сами знаете, добраться сложно, только самолетом. Это вот наши полетные районы. Вот, в пятницу мы были в Усьянском районе, а послезавтра огонь прибудет в Алайховский район, поселочек Кутнах. То есть самые отдаленные точки. Да, конечно. Да, я знаю, что есть такая специальность. Это хранитель огня. Кто это Да. и как вам удается его сохранить? Хранители огня, ну, непосредственно мы держим лампаду, скажем так, в функционирующем состоянии постоянно, то есть 24/7, мы постоянно за ним следим, чтобы огонь не погас. И ну, в этом наша функция, да. Ну, собственно, И лампаду мы вот сейчас видим, да, у нас Да, на и, столе. соответственно, Она мы горит. занимаемся также факелами, чтобы они функционировали исправно. То есть мы постоянно их смотрим и Можно даже да. посмотреть, нам Да. принесли, да? Да, вот можете потрогать. Ну, слушай, Смотреть. довольно тяжелый. Ну, кстати, можно... Но он Ага. весит килограмм, ну, в заряженном состоянии с газом он чуть-чуть. Килограмм 300. Килограмм 300 грамм. Мгм. Вот так, Мгм. примерно. Ты бы справился бежать с ним? Я вообще с бегом-то справляюсь сложновато, да? То есть, вот, после зимы такой. Скажите, а что оказалось самым непростым в плане организации эстафеты? Ну, на самом деле, есть ряд технических сложностей. Особенно это наши суровые условия климатические. Особенно на севере. Да, особенно на северах. Это минусовые температуры. Точно, газ же... Инертный, совершенно верно. Газ имеет свойство при отрицательных температурах сжиматься. Ну и еще одна особенность — это ветер. Опять же, тоже есть проблемы с затуханием факелов. Но это все решаемо. Здесь ничего сложного нету. Как хранители огня помогают факелоносцам. Огонь все равно зажигается заново. Видите, из лампады он будет извлечен, и все зажигается. Вот это, наверное, одно из самых сложных. А так все районы очень хорошо подготовились, там, где мы уже прошли. Я уверен, что предстоящие 23 района тоже подготовятся. Ну и в городе Якутске летом мы уже, там температуры будут совершенно другие, наоборот. Ну а как выбирали людей, которые будут нести факел? Ну это же очень интересно. Да, это действительно критериям? факелоносцами становятся люди, которые внесли особый вклад в развитие того или иного района. Не только в области спорта, но это могут быть достижения в области культуры, образования и так дальше. То есть это те люди, которые достойны нести огонь 8-х международных спортивных игр у себя на родине и тем самым приобщить к этому своих местных жителей и показать, что огонь пронесли достойные люди. Ну то есть зажигать сердца, Да. чтобы продвигать потом будущее спорта и вообще развитие района. Совершенно верно. Это здорово. Да, расскажите поподробнее, как принимают эстафету в населенных пунктах? Как это происходит? Ну, на самом деле, для некоторых населенных пунктов, ну, наверное, для всех это большое событие. Большое событие, Да. да. Да, это, всегда, когда мы прибываем в тот или иной район, проводим само мероприятие, оно вызывает очень большое внимание к себе. На старте, как на старте от эстафеты, так и на финише у нас проходят такие активности, мероприятия с танцами, плясками в том числе, да. Ну и после завершения эстафеты на финише, как всегда, бывает очень много народу и фотографируется, также факел подержать с лампой, с хранителями, с нами. Это, надеюсь, мы вносим какую-то частичку добра
счастья местным жителям, которых... Ну и желание заниматься спортом. Так увидел, Конечно. что вот какие масштабные игры, и тоже решил, что в будущем я Да. что-то изменю в своей жизни. Но это все было бы невозможно, если бы факел не горел 24 часа в сутки. Да. Как? Что вы делаете с ним Михаил, ночью? вы единственный Да. хранитель огня? Или у вас... как Нет, у вас? у меня есть коллега, Ага. коллеги, есть Дедянко Николай, также Ганев Тимур у нас есть, также хранители огня. Но я как основной. То есть я всегда смотрю за лампой, также помещаю его на техническое хранение на ночь. Вот. Что это такое? Техническое хранение на ночь, ну, я заправляю лампаду понятно. маслом, да, чтобы она продолжала гореть, и ставлю его в специальное место. Это дома происходит или... Нет, у нас На есть рабочем помещение. Специальное помещение, конечно. А, ну, это вообще это как дежурство получается. Почти как держу. Ну, это дежурство 24/7. Серьезно, слушай. Ну, кстати, это что-то такое есть магическое, да, хранитель огня. О, допустим, вас спрашивают, кем работаете, да? Хранитель огня. Да, Не, меня ну так и здорово, спрашивают. Здорово же. Но мы видим сейчас кадры, все так очень, в правда, Тиксе. да, Это было бодро очень. встречают, Мгм. прям хорошее у всех настроение. А может быть, какое-то еще лекционное мероприятие проводится, то есть о чем-то рассказываете? Дополнительно, да, Да. что проводится в населенных пунктах. Ну, осветительские мероприятия, в части, мы проводили викторины Мгм. для подрастающего поколения. Ну, это тоже вот, в том числе в наших социальных сетях, «Дети Азии», и ведутся те или иные мероприятия. Разыгрываем там, например, вот, после зажжения у нас остались шайбы, которые подписал Вячеслав Александрович Фетисов, например. Ну, это тоже просветительские, популистические, образовательные мероприятия, викторины тоже проводятся. Здорово. Ну, мы желаем вам хорошего, отличного проведения эстафеты, чтобы все проходило по графику. Ну и, кстати, послезавтра в Чукурдах мы полетим вместе с вами. Да. Ну, чтобы Да, огонь не оказывается. погас ни в коем случае. Валлахи, Чтобы все спасибо. справились со своими Ну, задачами. Ну и, конечно, ждем уже открытия Дети Азии с нетерпением. Все, спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Друзья, ну а в этот день, в 1935 году, в Вашингтоне был подписан договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. Он стал первым в истории международным договором о защите культурного наследия. О других датах и событиях Узнаем давайте- прямо сейчас? Да, прямо сейчас посмотрим. На календаре 15 апреля. Сегодня Международный день культуры, День экологических знаний. По народному календарю Тит ледолом. В народе считалось, что если полая вода разольется, можно ждать хороших трав и раннего покоса. Следили на Тита и за птицами. Если закричит перепел, будет много хлеба и много травы. Этот день в истории. В 1834 году, 15 апреля, по высочайшему повелению закрыт журнал «Московский телеграф». В 1912 году в этот день в Атлантическом океане затонул пассажирский лайнер «Титаник». В 1951 году в Лондоне состоялся первый конкурс красоты «Мисс Мира», а в 1993 году в этот день стартовали общероссийские дни защиты от экологической опасности. В этот день родились Леонардо да Винчи, итальянский художник, ученый, изобретатель, универсальный гений эпохи Возрождения. Екатерина I, российская императрица, вторая жена Петра I. Михаил Ломоносов, русский ученый, естествоиспытатель, основатель Московского государственного университета. Николай Гумилев, русский поэт, создатель школы акмеизма, литературный критик, путешественник. Георгий Береговой, советский летчик, космонавт, генерал-майор авиации, герой Советского Союза. Также в этот день увидел свет Василий Кравчук, живописец, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия. Именины сегодня отмечают Георгий, Григорий и Ефим. А как ты думаешь, чем примечателен в календаре 2024 год? Но я знаю, что этот год объявлен в стране годом семьи. Ну да, мы в наших эфирах будем часто рассказывать о семейных династиях и традициях. И сегодня в рубрике «История в кадрах» речь пойдет о семье Павловых, связавших свою жизнь с алмазно-добывающей промышленностью в Удачнинском горно-обогатительном комбинате. В совокупности их семейный трудовой стаж составляет около 140 лет. В Национальном центре аудиовизуального наследия республики хранятся съемки 1984 года Восточно-Сибирской студии кинохроники, где в кадрах заработает 3 поколения семьи Павловых. Имя главы семьи Николая Николаевича Павлова в то время было на слуху у всех. Ведь его средняя выработка за год была выше выработки рекордсменов. И до сих пор рекорд экскаваторщика Николая Павлова не побит.
Очень интересно, смотрим. Здравствуйте, меня зовут Ирина Григорьева, я ведущая археограф Национального центра аудиовизуального наследия. Сегодня рубрика «История в кадрах» перенесет вас в Мирнинский район, в поселок с удивительным и с очень звучным символичным названием «Удачный». Если Мирный – это алмазная столица России, то Удачный – это родина первой советской кимберлитовой трубки и место, где добывалось до 90% всех алмазов страны. В середине 80-х годов съемочная бригада Восточно-Сибирской студии кинохроники была откомандирована в поселок Удачный для того, чтобы рассказать о развитии промышленных районах Якутии. Это заснеженные кадры Удачнинского горно-обогатительного комбината 1984 года, а это домашние хлопоты семьи алмазодобытчиков Павловых – Ольга Владимировна и Николай Николаевич. На момент съемок они прожили в Удачном больше 20 лет, а в Якутию они приехали в далекие 60-е. Быстро пролетело время. Вырос сын Валерий, подросли и внуки Михаил и Николай. И также незаметно менял свой облик и поселок Удачный. В 1954 году геолог Лариса Попугаева близ реки Далдын в 13 километрах от нынешнего города Удачный находит первое месторождение алмазов. И кимберлитовую трубку называют «Зорница». Еще через год, в 1955 году, геологи находят трубку «Мир», а следом за ней и крупнейшую в нашей стране кимберлитовую трубку «Удачно», которую начали осваивать только в 1967 году. С этого момента и берет свою историю город Удачный. Удачный был объявлен всесоюзной комсомольской стройкой, и сюда потянули стройотряды со всей страны. За романтикой, подвигами и за запахом тайги. А тайги здесь хватает до сих пор. Вокруг на многие сотни километров ничего. Летом непролазные топи, тысячи рек и озер, а зимой здесь стоят 60-градусные морозы. В 1976 году запускается первая очередь Удачнинского горно-обогатительного комбината. Разработка алмазов набирает обороты, и город начинает стремительно расти. С 1975 года алмазоносную руду добывали уже мощной современной техникой. Сын Павловых, Валерий, работал тогда вместе с отцом, помощником экскаваторщика. Съемочная группа Восточно-Сибирской кинохроники была очень удивлена показателями Николая Николаевича, кавалера 2 орденов Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, почетного граника СССР и Якутии, обладателя почетного знака «Гражданская доблесть Республики Саха-Якутия». Имя Николая Николаевича Павлова в то время у всех было на слуху, ведь его средняя выработка за год была выше средней выработки рекордистов. И, кстати, до наших дней рекорд экскаваторщика Николая Павлова до сих пор еще не побит. В конце 80-х годов его годовая выработка составила 3 миллиона 360 тысяч кубометров горной массы. Опытный мастер отмечал, дело было в технике. Бригада Павлова, состоящая из 3 человек, машиниста и 2 помощников, отлично следила за техникой. Она работала стабильно и без простоев, а это значит, в конце смены ежедневно они сдавали в среднем 3,5–4 тысячи кубических метров горной массы высотой в 5-этажный дом. Эти кадры снял для истории оператор Восточно-Сибирской студии кинохроники Евгений Корзун. Вся трудовая доблесть на этих исторических кадрах. С той поры прошло 40 лет. Сейчас Удачнинский горно-обогатительный комбинат является флагманом компании «Алроса». Комбинат оснащен современным оборудованием, которым управляют высококвалифицированные специалисты. Он отрабатывает крупнейшие и богатейшие месторождения алмазов, разрабатывает новые перспективные месторождения. Например, сейчас Удачнинский ГОК ведет добычу подземным способом на коренном месторождении трубки «Удачная». Производство идет непрерывно. Дополнительная геологоразведка показала прирост в 80 миллионов тонн, а это значит, что подземную добычу можно продолжать как минимум до 2070 года. Но вернемся героям съемок к семье Павловых. Мы решили найти внуков Николая Николаевича и узнать, как живет сейчас известная семейная династия. Младший сын Николай работал в Накыне, в энергетическом комплексе. Сейчас живет в Подмосковье и работает главным энергетиком. Внук Михаил продолжил дело отца, а значит,
и дело своего деда. Сейчас он работает мастером участка шахтного подъема подземного рудника «Удачный», кандидат технических наук. Дерево сильно корнями, считает Михаил, и часто водит своего 10-летнего мальчишку Алешу, сына, в исторический музей, где висит фотография знаменитого прадедушки Николая Николаевича Павлова, чтобы знал, помнил и гордился. В этой сверкающей россыпи результат труда не только семьи Павловых, алмазодобытчиков самого северного комбината. Истории семейных династий уникальны, как наши якутские алмазы, ведь они внесли свою лепту в развитие любимой республики. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно! Телевидение все-таки удивительная вещь. Можно вернуться в прошлое и буквально заглянуть в историю, увидеть то, что происходило много лет назад. Ну, конечно, не дальше того времени, когда люди начали снимать на кинопленку. Ну а то, что было еще раньше, мы можем увидеть в музее. В нашей немного забытой рубрике «История вещей» сегодня расскажем вам о одном старинном экспонате из коллекции Алекминского краеведческого музея. Доброе утро! И сейчас я хочу вам рассказать о таком интересном предмете, который находится в нашем музее, о евлогии. Традиция изготовления сосудов с объемными композициями на тему христианских сюжетов зародилась в России до 1917 года. После Октябрьской революции эта традиция практически исчезла, была забыта. И сейчас изучение ее затруднено тем, что очень мало фактов достоверных, которые могут сказать о зарождении этой традиции. Православная энциклопедия дает определение евлогии как какой-то продукт или сосуд, получивший благословение и дарившийся паломнику в честь посещения какого-то монастыря либо святого места. То есть на Руси евлогия считался паломническим сувениром. Богомольцам было представлено очень много сувенирной продукции, то есть и это были иконы, образа, различные гравюры, но и попадались такие интересные евлогии, то есть сосуды, в которых собирались объемные композиции с христианскими сюжетами. Вообще даже искусствоведы, изучающие традиционную живопись, очень мало встречаются с этим фактом, он очень мало изучен. Вообще паломническая культура зародилась в России в XI веке, внутрирусская паломническая культура зародилась после этого, то есть это было посещение известных монастырей, святых мест. Самым известным и посещаемым считался Киевско-Печорский монастырь, ежегодно его посещали более 100 тысяч паломников. И, конечно же, каждому паломнику хотелось оставить какую-то вещественную память о посещении того или иного места. И им предлагались такие сувенирные паломнические евлогии. В 2020 году в наш музей поступил запрос от Шуйского историко-художественного и мемориального музея имени Фрунзе. На сайте Государственного каталога Российской Федерации они увидели, что в нашем музее имеется евлогия, и обратились к нам с просьбой опубликовать в своем научном труде информацию о ней. Они в течение ряда лет исследовали паломнические евлогии, и на основе этих исследований была выпущена книга, называется она «Евлогии в сосудах в поисках утраченного промысла», где также нашлось место и для нашей евлогии. Называется она «Святой Николай Чудотворец 3 часа в купели стоящий» и «Святой Василий Блаженный в доме благочестивых родителей». Здесь также напечатана информация о ней. Эта евлогия была подарена нашему музею в 1967 году Антоновой Аграфеной Николаевной из села Кятчи. Сосуд принадлежал ее матери, довольно набожной женщине, и в их семье он считался такой семейной реликвией, то есть даже детям не разрешалось трогать его. И было принято решение подарить ее нашему музею.
Быть всегда в ресурсе, а тем более помогать тем, кто нуждается в помощи, может не каждый. Но есть люди, тепло сердец, поступков которых способны обогреть и дать надежду на будущее многим. Одной из таких людей была Ирина Гузова, инициатор и руководитель социальной столовой в городе Якутске. Когда ее не стало, благородное дело продолжила и дочь Марина Тугова. Доброе утро, Марина. Мы очень рады, что дело продолжается. Скажите, пожалуйста, насколько сложно было продолжить его? Ведь это социальное направление, не каждому по силу. Очень сложно. До сих пор учусь. Не все умею, не все знаю. Насколько справляемся, наверное, лучше спросить у наших все-таки посетителей, да? Они правду скажут. Вроде как все получается. Были достаточно большие, серьезные долги по коммунальным услугам? Благодаря кличу со всей России собрали больше 1 миллиона, и эти долги после смерти мамы были все закрыты. Я все счета привела в порядок, везде вышли на 0, даже, может, где-то не на большой плюсик, да, что нас радует. Все эти проблемы благодаря людям решились. Большое спасибо. Но в этом году мы знаем, что вроде выиграли грант, да, то есть собрали документы, оформили. Да, в том году мы взяли грант. Весь год мы работали благодаря гранту. Огромное спасибо. Такие вещи, как коммунальные услуги, они перекрываются за счет гранта. Они и занимают львиную долю нашего бюджета. Благодаря гранту мы можем оплачивать зарплату, пускай небольшую, но мы можем это делать. Мы очень благодарны нашему главе Айсену Сергеевичу. Надеемся, что сейчас пишем новый грант. Надеемся, что все-таки нас опять поддержат, и мы продолжим дальше работать. А вообще, насколько сложно писать, участвовать в грантах? Участвовать сложно в отчетный период. То есть нужно, как правильно сказать, иметь пару подсказочек, да, чтобы не забыть, когда нужно сдать отчет за проведенный праздник, когда нужно не пропустить отчетный период того или иного мероприятия. Писать на самом деле, если вы это делаете, на самом деле делаете, это не трудно. Вы просто описываете свою работу. А в отчетности нужно быть немножко внимательнее. Для меня это 1-й год, и сама буду делать отчет. Надеюсь, что справлюсь. Скажите, а ваша специальность связана как-то была с отчетностью, с бухгалтерией, может, социальной какой-то сферой? Нет. Вообще по образованию технолог общественного питания. Для меня кухня, раскладки, готовка, придумывание блюд, это да. То есть я даже домашней бухгалтерией особо-то не занималась, у меня занимался и муж. И когда в том году на меня все это как бы перелегло, у меня, конечно, был дикий страх, дикая паника, истерики, которые дома муж выслушивал, что я не могу, я не понимаю. Спустя почти год я во всем практически разобралась. Это здорово. Скажите, а можно ли подобные социально ориентированные проекты, содержать за счет только грантов, или нужна еще какая-то поддержка? Нет, за счет грантов это невозможно содержать. Нужна поддержка местных производителей обязательно. Поддержка простого населения, в принципе, которая у нас сейчас в большем объеме, чем любая другая поддержка. Это простые люди поддерживают. Финансово, продуктами, какими-то там печенюшками к чаю. Да? Только на грант невозможно, это очень большая нагрузка будет. Во-первых, на федеральный и там на местный бюджет это большая нагрузка. И потом, добро должны делать все. То есть коллективное добро, она получается лучше, качественней. И, наверное, когда привлечены больше народу к этому, то у людей понимание есть, что есть другие немножко люди, которые не могут. И они ничем не хуже, они ничем не отличаются от нас, но просто им нужно помочь. Насколько активно помогают предприниматели? Может быть, у вас есть там какая-то информация, которой вы хотите поделиться, чтобы люди знали, куда подходить, появилось желание помочь? Нашими главными спонсорами это является молокозавод якутский, ЕХК хлебозавод, да, ФПК Якутия. Они работают уже 7 лет с нами. То есть с самого основания столовой
они всегда нам помогают. Насколько это активно, ну, хотелось бы, наверное, активней, да, чтобы как бы предприниматели, мы не просим много, а кто сколько может дать. Мы всегда за это благодарны, мы всегда этому рады. Но на данный момент обычные люди города предоставляют наибольшую помощь, привозят и масло, и мясо, и рыбу, и печеньки, и когда мы делаем кличи на праздники, и фрукты на столы. То есть, ну, как-то вот так. Сколько у вас сейчас подопечных, сколько людей, которым вы помогаете на данный момент? Ну, вот на сегодняшний день по сокращенным спискам у нас выходит 56 человек. По нашей раскладке, чтобы нам на то финансирование, которое мы запросили, работать год, нам нужно кормить не больше 50 людей. Но не всегда удается держать списки в этих рамках, потому что в зимний период люди ходят, но их ходит меньше. Да? То есть до 50 мы можем сдержать. Когда теплеет, конечно, там 70 и 80 человек у нас есть. То есть желающих много достаточно, ну, людей, кому Вы знаете, помощь. да, тенденцию, допустим, ну, те года я не особо этим занималась, да, но чтобы как следить за списками, за людьми. Но в этом году для себя я сделала вывод, что да, люди приходят, кто-то от кого-то узнал, кто-то кому-то передал, и можно мы придем? Да, пожалуйста, приносите свои документы, мы вас с удовольствием возьмем. Ну, вот раньше Ирина Гузова, да, ваша мама, она проводила праздники под Новый год и так далее. Вот сейчас эта традиция сохраняется? Да, да, мы все праздники в том же календарном плане, как это установила мама, мы их все проводим. Это рождественские елки для детей, это новогодняя елка для пенсионеров и День матери, и 8 марта, и мужчин мы поздравляем, и Масленицу мы делаем. Мы все эти праздники проводим. Сейчас в этом году мы стали практиковать, ввели такую программу, как мастер-классы для детей из многодетных семей и детей-инвалидов совместно. То есть как бы вот в Новом Граде мы прям пропишем эту программу, потому что это показывает, что дети очень рады, что их пригласили не просто чай попить и попрыгать, да, а что-то сделать своими руками. И оказывается, для детей-инвалидов иметь такую возможность, это, ну, как по словам родителей, они просто благодарны, потому что дети чувствуют себя комфортно. 30 человек, это же не так много, да? И дети не боятся, они идут на контакт, поэтому вот новые программы внедряем. Ну, активная такая жизненная позиция. Как вам все удается успевать? Что бы вы могли вынести уже из своего опыта для тех, кто только хочет заняться таким социальным предпринимательством? С чего начать? Ну, успевать мы ничего не успеваем, как всегда. Все всегда в последний момент. Вроде стараешься сделать заранее, но все равно получаются хвостики, которые ты сидишь в последний момент. Ночь, полночь ты все равно их доделаешь, потому что их нужно сделать, сдать, либо сейчас же отправить, да. А что можно сказать? Ну, те, кто хотят заниматься социальным предпринимательством, благотворительностью, это нужно понять, что ты готов к этому и что ты этого хочешь. Потому что без вот этих двух, наверное, главных критерий ничего никогда не получится. Спасибо большое за ваш труд, спасибо большое, что решились, набрали смелости стать преемником дела вашей мамы. Ну и желаем, чтобы и грант удался, и все шло хорошо, и благодарных людей было как можно больше. Спасибо. Спасибо. Друзья, ну а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Закрыт автозимник села Осинск, группа Алекминского района, автодороги УМНАС. Проезд по участку сезонной дороги закрыт в Хангаласском улусе для всех видов автотранспорта из-за ухудшения состояния проезжей части и устойчивой теплой погоды. С сегодняшнего дня по 20 апреля будут постепенно закрывать все сезонные дороги.
Реконструкция 4 улиц по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» пройдет в Якутске в апреле текущего года. Так, в столице региона в связи со строительством улично-дорожной сети в микрорайоне «Звездный» будет временно перекрыта улица Воинская с 15 апреля по 31 ноября 2025 года. Также на улице Альковая в поселке Кангаласы от Дачной до Удачной будет производиться капремонт с 15 апреля по 31 октября текущего года. Улица Можайского от Севастопольской до улицы Автострады 50 лет октября закроется на ремонт с 26 апреля по 31 октября текущего года, также в связи с капремонтом. Получить льготную ипотеку смогут больше айтишников. Общий лимит средств на выдачу льготных ипотечных кредитов специалистам, работающим в сфере информационных технологий, решили повысить на 200 миллиардов рублей с 500 до 700. Такое решение позволит оформить займы на покупку жилья по выгодной ставке еще не менее 15 тысячам IT-специалистов, рассчитывают в Кабмине. Правительство запустило льготную ипотечную программу для сотрудников аккредитованных IT-компаний в 2022 году. Взять льготный ипотечный кредит по ставке до 5% годовых могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Сегодня в России и многих других странах отмечают Международный день культуры. Этот праздник почитают в разных странах мира и городах, проводят конференции, лекции, выставки и концерты, поэтические вечера, танцевальные и театрализованные представления. В этот день поднимают знамя мира, поздравляют всех работников культуры с их профессиональным праздником. Кстати, однажды знамя мира побывало в космосе, тем самым положив начало осуществлению международного общественного научно-просветительского космического проекта «Знамя мира», в котором приняли участие российские и зарубежные космонавты. Проект «Танцуй» на канале «Якутия-24» набирает обороты. Участники проекта каждую неделю готовят новые номера, красочные танцы и тщательно репетируют вместе с опытными хореографами. Они работают в разных сферах жизни, но любовь к танцу объединила их в одном большом проекте. Если во втором выпуске участники показывали танцы народов мира, то вчера компетентное жюри оценивало исполнение бальных танцев. Направление у нас бальные танцы. Для меня это самый сложный этап, потому что бальные танцы – это техника, это правила, всегда меняющиеся правила. И поэтому чуть сложновато было. Мы подготовили танец румбу. Мой партнер Алексей Семенов очень такой способный, старается. Много-много замечаний от меня получает. Так и должно быть в танце. Никогда не бывает легко. К этому часу у меня вся информация. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Ну, слушай, сколько позитивных новостей. И танцуют, и айтишников поддерживают. И вообще все интереснее и интереснее жить. Да, ну я думаю, что сейчас самое время узнать, да, что нам пророчит гороскоп на ну то есть ты хочешь сказать, что будущее предсказывает не направление новостей и аналитика, а звезды? Ну, нет, ну в целом, когда звезды благоволят, то и хороших новостей тоже становится больше. Поэтому давайте посмотрим, что нам прогнозируют звезды. Давайте посмотрим. Овен. Овнам нужно будет заняться чисткой, правда не вещей или дома, а собственной памяти. Необходимо избавиться от эмоционального хлама, чтобы освободить место для новых чувств. Телец. Тельцы должны настроиться на позитив. Возможно, не все события на этой неделе вас порадуют, но звезды призывают вас вспомнить про свое умение оборачивать любую ситуацию в свою пользу. Близнецы. Звезды гороскопа советуют вам быть осторожнее с высказываниями. Не исключено, что в порыве злости вы можете наговорить лишнего или сказать что-то такое, о чем потом будете сожалеть. Рак. Если вы хотите, чтобы жизнь была комфортной и благополучной, то не надо растрачивать все свои силы на борьбу с трудностями. Плывите по течению и наслаждайтесь всеми благами, которые предоставляет вам судьба. Лев. На этой неделе стоит найти время для того, чтобы спокойно отдохнуть. Вполне возможно, что вам захочется заняться чем-то необычным. Дева. Вас ожидает множество сюрпризов. Если вы будете излишне упрямы и самонадеянны, то рискуете испортить отношения с коллегами и близкими. Будьте осторожны. Весы. Многие ваши планы и задумки сейчас начнут стремительно воплощаться в жизнь. Вы будете чувствовать себя уверенно, а ваша решительность поможет справиться с проблемами любого рода. Скорпион. Вас может посетить вдохновение, поэтому не упустите этот шанс. Даже если не сможете воплотить свои идеи в реальность, они все равно имеют большую ценность. Стрелец.
Эта неделя принесет вам счастье и радость. Небеса наполнят вас энергией, благодаря чему вы сумеете справиться с самыми сложными задачами, которые беспокоят вас уже длительный период. Козерог. Будьте готовы к новым событиям в жизни. Проводите время с любимыми и семьей. Сейчас это способствует укреплению ваших отношений. Водолей. Общение и разговоры с окружающими откроют перед водолеями сегодня хорошие перспективы. В любых отношениях вы можете решить все спорные вопросы с близкими людьми, а в деловых отношениях получите выгодные предложения или интересные идеи для будущих проектов. Рыбы. Будьте готовы быть в центре внимания. Все, что вы скажете или сделаете, будет замечено и оценено по достоинству. Возможны незапланированные поездки и встречи. Ну, надеемся, прогноз был успешный, и вы, как сказал Руслан, чтобы звезды вам благоволили, и неделя прошла на отлично. Ну, а завтра мы ждем вас в то же самое время. Да, мы расскажем завтра о мерах поддержки членов семей военнослужащих, а также наш гость в студии, опытный онколог, даст советы о том, как защитить кожу от солнечных лучей. Поэтому оставайтесь с нами и увидимся с вами уже завтра. Не забывайте, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии». Вы всегда можете на него подписаться и быть в курсе последних новостей и целый день на позитиве вместе с нами. До новых встреч!